Это телеканал Якутия-24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Смотрите сегодня. Меньше расходов и больше удобства. В столице введен в строй дом по федеральной программе «Арендное жилье». Там якутяне, приехавшие в столицу на лечение, смогут снять квартиру по цене ниже рыночной. Насколько? Шанс показать себя и получить опыт. Студенты колледжа в Мирнинском районе проходят практику на предприятиях «Алроса». Что говорят ребята о получаемом там опыте? Целы ли пломбы и не работают ли тайком? В Ниренгринском районе судебные приставы провели рейд по объектам, ранее закрытым по решению суда. Забота о братьях меньших. В приюте для собак «Надежда» в Алдане ведут ремонт. Что изменится и как поживают сегодня постояльцы пункта? Чисто там, где не мусорят. Специалисты Алроса в Ленске вышли на субботник. Территория большая, мусора, к сожалению, тоже. Молодежь обратилась к горожанам. Рыбак рыбака видит издалека. Сегодня отмечают Всемирный день рыболовства. Дату помнят и чтят и в Якутии. Сюжет из Хангаласского района. Совет Федерации сегодня одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год. Поправки предусматривают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5% валового внутреннего продукта. Таким образом, имевшийся дефицит бюджета в 1,3% к ВВП сменился профицитом. Первый вице-премьер-министр финансов России Антон Силуанов ранее не исключил, что федеральный бюджет страны может остаться профицитным и в следующем году, но это в случае сохранения текущих цен на нефть и газ. О региональных бюджетах. Мы видим, что в текущем году их исполнение идет устойчиво. Рост доходной базы, как собственных доходов, так и всех доходов, составляет 10%. Это дополнительные ресурсы, которые субъекты пользуются на свои приоритеты. 10% это только по своим налоговым и неналоговым доходам составляет 365 миллиардов рублей. Дополнительный ресурс, который они получили за 5 месяцев. И это позволяет исполнять бюджет с профицитом. Профицит выше, чем за прошлый год. Составляет профицит около 720 миллиардов рублей. И что важно, что сокращается количество регионов, сводящих свой финансовый план с дефицитом. После изменения тарифов с 1 июля Якутия займет второе место среди субъектов Дальнего Востока по самой низкой плате за жилищно-коммунальные услуги для населения. Как сообщила председатель Госкомцен региона Антонина Винокурова, в среднем по республике индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги составит 6%. Она добавила, что по отдельным муниципалитетам с учетом видов благоустройства утверждены предельно допустимые отклонения до 2,5%. Таким образом, предельный рост платежа допускается не выше 8,5%. При этом в зависимости от набора услуг платеж может слагаться и ниже 6%. На электроэнергию, если у нас тарифы повышаются на 3,8%, а на газ на 3,4%, то жители в неблагоустроенных домах с газовым отоплением, они получат примерно вот такой рост в пределах 4%. Да? А уже жители, проживающие в благоустроенных домах, в связи с тем, что мы приняли решение дать повышающий рост тарифов на водоснабжение и водоотведение и сдерживать это за счет отопления, таким образом в этих семьях может сложиться 8,5% максимально. Вопрос повышения пенсионного возраста обсудили сегодня на публичных слушаниях в Якутске. Участвовали депутат Госдумы Галина Данчикова, исполняющая обязанности вице-премьера республики Ольга Балабкина, также представители министерств и общественность города Якутска. Озвучили, что на этой неделе завершится сбор подписей против повышения пенсионного возраста. В понедельник данные будут отправлены в Общественную палату России, Госсобрание
собрания Илтумен и к руководителю региона Айсену Николаеву. В свою очередь, Галина Данчикова отметила, что количество пенсионеров в России увеличивается, а трудоспособное население, наоборот, уменьшается. На сегодня количество пенсионеров в стране, по данным, составляет 45,5%. Во-первых, все мы должны понять, что это не пенсионная реформа. Потому что вы знаете, что закон 400-й, он в своей сути в базе остается. Остается вот все те статьи, которые были. Речь идет об изменении назначения страховой пенсии по возрасту. Вот ключевой задачей ставится все-таки повышение пенсии. Чтобы все-таки пенсию повысить, но пенсия должна составлять не менее, кажется, да, не менее 40% утраченного заработка. В столице ввели в строй дом по федеральной программе под названием «Арендное жилье». Это уже второй по счету такой объект в городе. В таком многоквартирном доме якутяне, приехавшие в столицу на длительное лечение, смогут снять жилплощадь в столице по цене ниже рыночной. Подробности у Кристины Якуповой. Крыша над головой – залог стабильности для каждой семьи. Так называемое социальное арендное жилье – проект для республики достаточно новый. 28 квартир по Каландрашвили успешно заселяются с прошлого года. И вот новый объект – еще порядка 40 квартир. Объект, участвующий в программе, это новостройка по адресу Богдана Чижика, 31. Значит, в данном доме было выкуплено 37 квартир. В настоящее время Минстроем проводится работа по выбору кандидатур. И 15 квартир будут сданы по льготной цене, 22 квартиры по коммерческой цене. Но также рассматривается вариант, что все квартиры будут сданы по льготной стоимости. Но даже коммерческая стоимость на порядок ниже цен, которые установлены в столице частными арендодателями. По льготе же жилье получат те, кто по закону имеет право первоочередности. Это инвалиды первой группы, семьи с детьми-инвалидами, а также с детьми, которые нуждаются в длительном лечении в Якутске. По данным Минздрава, в республике зарегистрированы чуть менее 6 тысяч инвалидов первой группы, из них более 5 тысяч детей. Строительство данного арендного жилья, оно, конечно же, будет способствовать повышению комфортности и удовлетворенности населения республики, потому что данная категория инвалидов и вообще малообеспеченная группа населения республики приезжает на специализированное, в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в республиканские медицинские учреждения. На сегодняшний день в Якутске это второй арендный дом. Пустовать в нем квартиры однозначно не будут. Спрос вполне ожидаем, ведь снимать квартиру у государства и выгоднее, и надежнее. К тому же все квартиры попадают под критерии класса комфорт. Арендаторы заселяются в жилье с отлично выполненным ремонтом. Напольное покрытие ламинат, кафель в санузле, натяжные потолки и светлые обои. Коммерческие квартиры можно будет арендовать, заключив договор найма в Республиканском ипотечном агентстве. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Сегодня утром руководитель региона и генеральный директор компании «Алроса» посетили поселок Удачный Мирнинского района. Первым делом Айсен Николаев и Сергей Иванов отправились на смотровую площадку карьера и промышленную площадку подземного рудника «Удачный». Николаев и Иванов возложили цветы к памятникам Ларисе Попугаевой и защитникам Родины. Далее руководитель Якутии посетил построенный при помощи «Алроса» православный храм Серафима Саровского, который назвал лучшим в республике. В целом Николаев выразил уверенность, что реализация планов алмазной компании на этой территории позволяет городу Удачный смело смотреть вперед на несколько десятилетий, однако отметил и ряд проблем, которые нужно решать совместными усилиями. Достаточно много у нас вопросов, начиная от самого аэропорта Полярный. Так, он долго и верно уже служит так населению. Есть определенное уже обветшание, в том числе взлетно-посадочной полосы. Здесь мы будем работать с федеральным правительством. Конечно же, есть много вопросов, связанных с развитием вот этого всего куста Удачно-Хайхальского. К сожалению, есть вопросы по электроснабжению. Мы будем ставить сейчас вопрос перед руководителем Якутскэнерго и, может, даже руководством Русгидро для того, чтобы все-таки эту проблему они не просто взяли на внимание,
его внимание, а ее надо срочно решать, потому что не дело, когда такой город, такое производство, так как рудник Удачный, оказывается без электроснабжения из-за каких-то аварий на линиях Якутскэнерго. Это недопустимо. После командировки в Мирный Айсен Николаев уже в Якутске встретился с участниками предварительного голосования кандидатов от партии «Единая Россия» на должность главы республики. Там он отметил, что на стадии участия в выборной кампании в качестве кандидата на должность главы Айсен Николаев намерен начать прием предложений для своей программы «От народа». Цитата: «Я считаю, что должен максимально полно собрать предложения от всех жителей Якутии, чтобы каждый человек, желающий участвовать в обновлении республики, мог дать их через социальные сети, специальный сайт в письменном виде. Все эти предложения будут рассмотрены, а самые интересные будут учтены, в том числе в стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочный период», сказал Айсен Николаев и призвал активно участвовать в написании народной программы развития Якутии. К другим новостям. Агитпоезд пройдет от Тынды до Якутска. Это произойдет в августе в рамках столетия комсомола. Проект будет запущен совместно с газетой «Комсомольская правда». Он проедет от столицы БАМа, Тынды, в Якутск. Таким образом будет отдана дань памяти строителям-первопроходцам. Напомним, что в настоящее время в регионе продолжается строительство Амуро-Якутской ЖД-магистрали. Первый агитпоезд «Комсомольская правда» прибыл в столицу Байкало-Амурской магистрали Тынду еще 5 октября 1975 года. Движение на 651-м километре трассы Колыма в Тамбонском районе восстановлено. Ранее мы сообщали о том, что на данном участке дороги прекратили движение из-за размыва насыпи земляного полотна. Сейчас участок протяженностью в 20 метров восстановили. Движение производится в штатном режиме. В свою очередь, Управление дорог сообщает, что в случае нештатной ситуации на автотрассах Вилюй и Колыма необходимо звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы 8 41 12 44 10 78. Студенты колледжа в Айхале в Мирнинском районе проходят производственную практику на предприятиях «Алроса». Это будущие автомеханики и ремонтники горного оборудования. Что говорят о получаемом опыте эти студенты? С молодежью беседовала наша коллега Оксана Мезенцева. Студент местного Айхальского колледжа Олег Мирошниченко чистит топливный насос. Производственная практика в ремонтных мастерских Айхальского комбината – шанс показать себя и получить опыт. Все задания наставников выполняет ответственно, прислушивается к советам и замечаниям, изучает производство. До окончания практики остались считанные дни. Научиться Олегу еще нужно многому. Я много лет увлекался автотранспортом, и за 2-3 месяца я набрался больше опыта, чем за несколько лет. Это довольно-таки хорошая практика. Нас учат всему наставники, ходим, разбираем, они нам все показывают, как что правильно вкрутить, как что правильно разобрать. Это хорошо, это очень пригодится в жизни. 51 студент Айхальского колледжа проходят практику в цехах Айхальского комбината. Это будущие автомеханики и ремонтники горного оборудования. Ребята трудятся на разных участках ремонтного цеха, в автобазе и на обогатительных фабриках. Для многих студентов именно эти предприятия станут будущим местом работы. На этапе прохождения практики, конечно, присматриваются к ним производственники на защите наших выпускных дипломных работ. Многих наших ребят уже, приглашают на тот или иной участок, где они проходили практику. Учат ребят на практике и передают накопленный опыт наставники. Виктор Швинт в Айхальском комбинате трудится давно. За плечами большой опыт в ремонтном деле, легко справиться с любой неполадкой автомобиля. Обучает Виктор 5 студентов. Без дела ребята не сидят. Практикантам доверяют разную работу, разбирают большие агрегаты, устраняют неполадки. Я впервые в такой большой мастерской. Мы разбираем каждый день новые механизмы, как что-то новое узнаем. Надеюсь, что мне пригодится это в дальнейшей жизни. Многие студенты точно знают, работать будут на производстве. За 2,5 месяца практики стараются узнать все нюансы профессии. Изучают каждую деталь, пробуют себя в деле. Получается не все сразу, однако старательные студенты уверены в своих силах. Не то, что и по работе поможет, это и в жизни поможет. И по своей машине
посмотреть, разобраться. И здесь мое будущее место работы, как бы, где я проведу несколько лет еще точно. И очень ценный опыт на самом деле. Производственная практика у студентов колледжа продлится еще неделю. После летних каникул ребята снова вернутся в учебное заведение и продолжат изучать теорию. Вновь полученные знания они снова смогут применить на производственной практике уже в сентябре месяце. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Сейчас минутная реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Целы ли пломбы и не работают ли они тайком? В Нерюнгринском районе судебные приставы провели рейд по объектам, ранее закрытым. По решению суда нашли ли нарушителей? Забота о братьях меньших в приюте для собак. Надежда в Алдане. Ведут ремонт. Что там изменится и как поживают сегодня постояльцы этого пункта? Чисто там, где не мусорят. Специалисты Алроса в Ленске вышли на Большой Субботник. Территория огромная, мусора, к сожалению, тоже. Молодежь обратилась к мирнинцам. Рыбак рыбака видит издалека. Сегодня отмечают Всемирный день рыболовства. Дату помнят и чтят и в Якутии. Сюжет из Хангаласского района. Об этом и о многом другом после паузы. Это Якутия-24. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Столица Алмазного края отметила День российской молодежи. Праздничные мероприятия продолжались несколько дней. Так, в минувшие выходные для любителей активного отдыха состоялся велопробег «Кроссмания». На активный призыв к участию откликнулись 3 десятка велолюбителей. Группа стартовала в Храмовом сквере и спустя полчаса финишировала в городском парке. Ну а сегодня для жителей и гостей Мирного на главной площади города прошел праздничный концерт. Там были конкурсы, призы, яркие номера творческих коллективов и молодых исполнителей города. Все было очень четко и, в принципе, все четко. Но мы желаем настроения, жизнерадостности, зажигательности. Чтобы в этот день молодежь классно провела в день. Я лечу поступать, и как бы школу закончили, новый этап жизни. Взрослые уже. Да. А мне предстоит еще ЕГЭ сдавать. Так что я 100 баллов ЕГЭ, да. В Якутске вручили красные дипломы лучшим студентам Северо-Восточного федерального университета. Как известно, СВФУ ведет подготовку в 18 подразделениях, факультетах и институтах. В этом году в Якутске оканчивают обучение свыше 2500 человек. Из них 334 получают диплом с отличием. В этом году отличники получат серебряный нагрудный знак с камнем и буквами СВФУ. Я являюсь получателем красного диплома по моему направлению. Я очень рад, что получил его. У меня очень много планов получается. Я уже нашел работодателя, но одновременно я рассматриваю вариант магистратуры. И у меня стоит вот сейчас такой выбор. В будущем, я думаю, этот диплом очень мне пригодится. Получение его мне далось очень легко, потому что направление для меня было интересно, и я не особо напрягался по мере учебы. И само так получилось, что очень хорошо учился и довольно спокойно его получил. В Нерюнгринском районе служба судебных приставов провела рейд по объектам, ранее закрытым по решению суда. Первым делом проверяют целостность пломб на дверях закрытых заведений и смотрят, не начали ли они работать тайком, не устранив нарушения. Сюжет коллег из Нерюнгри. В ходе рейда для фиксации административных правонарушений в случае несоблюдения судебного решения службой приставов ведутся проверки точек, ранее приостановивших свою деятельность, среди которых есть производители пива, пивзавод и шашлычная. В плановом рейде проверялось также кафе «Уали», которое ранее приостановило свою деятельность из-за выявленных нарушений Роспотребнадзором. Кроме этого, с целью проверки соблюдения судебных постановлений о приостановлении работы рентген-кабинета был посещен Нерюнгринский противотуберкулезный диспансер. Действие рентген-кабинета приостановлено по причине отсутствия санэпидзаключения на условия работы. Санэпидзаключение мы сделать не смогли из-за отсутствие финансирования на проведение необходимых мероприятий. Работа структурных подразделений федеральной службы в данном направлении поставлена на оперативный контроль. При проверке объектов заполняется акт, в котором главным пунктом указывается целостность пломб и приостановление деятельности данных точек. В ходе проверки исполнительных производств, связанных с административным приостановлением деятельности, нарушений выявлено не было. Все должники исполняют решение в полном объеме.
целостность пломб, которые были наложены судебными приставами, не нарушена. Необходимо отметить, что судебными приставами применяется целый комплекс мер по увеличению эффективности выполнения требований исполнительных производств. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нирингри. В приюте для собак под названием «Надежда» в городе Алдане ведут ремонт, чинят вольеры и оборудуют места для передержки. Кроме этого, там появится ветеринарное отделение, так как неотложная помощь бывает там требуется многим животным. Как дела сегодня у приюта? С сотрудниками и постояльцами этого пункта передержки встретилась наш корреспондент Татьяна Вахнина. В пункте передержки «Надежда» жулик-сторожил. Веселый и активный парень доверяет всем. Жулик не теряет надежды. Хозяин обязательно найдет его и заберет домой. Но пока ему некогда. Веру жулика разделяют большинство его сотоварищей по приюту. Лабрадор Дина находится в приюте несколько месяцев. Сюда ее привели хозяева, посчитав, что собака и ребенок несовместимы. Ненужной в семье стала такса Кнопа. Хозяйка собралась уезжать и выгнала питомицу из проданной квартиры. Подобных примеров немало. Некоторым собачкам удается найти новых хозяев. Очень много берут и взрослых собак. Допустим, кто-то приезжает на участки, забирает или еще куда-то. Вот строительства очень в городе много, их чтобы под охрану объектов. Ну, старенькие собачки тоже очень разбираются хорошо. Более охотно люди берут малышей и породистых животных. Впрочем, нередко выбор друга диктует сердце. Пункт передержки рассчитан на 50 четвероногих. Однако бывало, что в вольерах, загонах и будках одновременно находились до 130 друзей человека. Сейчас в «Надежде» 56 собак, 26 из которых щенки. Некоторые вольеры пустуют, но не потому, что в них некому жить. Собаки временно переселились в будки. В пункте передержки идут ремонтные работы. Ну, планируется полный ремонт вольеров, так как за зиму они износились. Новые будки построить, тоже собаки посъедали, полы новые покрыть, потому что проваливается уже все. Болезни и травмы у попадающих в приют собак не редкость. Преимущественно четвероногие приходят в «Надежду» с улицы. Сейчас все процедуры и вмешательства ветеринар проводит в смотровой. В ближайшие месяцы в «Надежде» будет оборудована операционная. Будет у нас ветеринарный кабинет, уже приемная полностью сделана, осталось операционное отделение. Сделаем с Катериной, будем брать собак, стерилизовать, кастрировать. Уход за собаками и условия их содержания в пункте передержки станут лучше. Между тем, сотрудники «Надежды» желают, чтобы меньше становилось нуждающихся в приюте животных. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Молодые специалисты компании «Алроса» в Ленске вышли на субботник. Убирали побережье Лены в окрестностях детской оздоровительной базы «Алмаз». Это любимое место отдыха горожан. Однако там часто мусорят. Сюжет Вячеслава Пилипенко. 10 человек, вооруженные лопатами, метлами и мусорными пакетами, вышли на живописный берег Лены, чтобы навести порядок и убрать мусор, которого в этом году на порядок больше, чем в прошлом. Мы приехали, наша команда Совета молодых специалистов акционерной компании «Алроса», убрать участок протяженностью от лагеря до развилки, потому что мы считаем, что дети сейчас скоро будут заезжать, и город должен, дорога должна быть чистой, потому что все-таки эстетический вид, и приятно будет людям посмотреть. Мы ехали с оптимистичным настроением, с целью, зная, что мы востребованы. Члены Совета молодых специалистов производственного управления «Алмаздуртранс» ежегодно наводят порядок на этой территории. И с каждым годом их возмущение растет, как и количество мусора. На самом деле в этом году мусора намного больше, чем обычно. И я бы хотел обратиться ко всем жителям города, кто едет сюда отдыхать. Пожалуйста, убирайте за собой мусор. Здесь будут отдыхать ваши дети, ваши коллеги, друзья, родственники, соседи. На самом деле это очень большой минус нашего города, что у нас люди просто не умеют убирать за собой. Территория не маленькая, мусора много. Без специальной техники не обойтись. Маленький трактор едва успевал высыпать мусор в самосвал. Красивый вид на реку вдохновлял. Неудивительно, что ленчане часто приезжают сюда отдохнуть. Конечно, излюбленное место отдыха ленчан. Всегда очень грязно, всегда очень проблематично убирать, но мы знаем, что мы делаем город чище, мы вкладываем свою частичку, и от этого нам очень-очень хорошо. Позитивный, оптимистичный настрой помогает во всех делах. Уборка мусора – не исключение. И пусть с каждым годом здесь чище не становится, ребята оптимизм не теряют. Надеются все же донести до ленчан простую истину. Красота и чистота города и его окрестностей в руках его жителей. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Сегодня и завтра проводят съемки обряда благословения Тыгына Дархана, главой великого народа Саха. У якутян есть возможность принять участие в увековечивании этого события в кинофильме. Речь о масштабной киноленте «Тыгын Дархан». Участникам массовых сцен предоставят костюмы 16 века, также питьевую воду и одноразовое питание. Костюмы будут выдавать прямо на месте съемок. Уже есть желающие. Узнала, что сегодня предпоследний день съемок фильма «Тыгын Дархан». Ну и вот мы решили, несмотря на свой возраст, решили присоединиться к этому событию, историческому событию, да, и попробовать себя в роли дебютанта большого кино. Будем, наверное, гордиться и своих детей отправим на презентацию фильма. Пусть ходят, пусть за нами, с нас пример берут, и молодежь, здесь очень много народу. До самого ожидаемого события лета для алданцев и для многих якутян осталось несколько дней. Речь об Исехе Аланхо. Строительство объектов культурно-этнографического комплекса «Савяки» завершено. На месте проведения торжества ведутся плановые работы по окончательному благоустройству территории. Мировое древо Ал-Лукмас засияло десятками светодиодных лампочек. Центральное место поляны украсил постамент для водружения символа Исеха Аланхо, который в прошлом году был вручен Алданскому району Вилюйским улусом. В мероприятии примут участие первые лица республики и звезды эстрады. Настоящий французский суп сегодня отведали жители столицы на Комсомольской площади. В качестве поваров выступили доктора искусствоведения из Франции. Это не первый опыт готовки. В прошлый раз, а именно года 4 назад, они готовили устриц. Сейчас они взялись за так называемый музейный суп, приправленный французскими травами. Кстати говоря, суп назвали «Ольга» в честь работника Национального художественного музея, так как НХМ очень помогал гостям в их работе. Стоит отметить, что этот гастрономический перформанс проходит в рамках 5-го международного якутского фестиваля «Биеннале современного искусства». Отведать чашечку супа жители столицы смогли до обеда, прихватив собственную тарелку и ложку. Ежегодно 27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. Дату помнят и чтят в Якутии. Из Хангаласского района передает наш корреспондент Виолетта Засимова. О Всемирном дне рыболовства в Хангаласском улусе знают не так много людей. Здесь больше признают Российский день рыбака, который справляют во второе воскресенье июля. Но нет-нет, да и наткнешься на любителей рыбалки, которые решили отметить этот день на речке с удочкой в руках. Одним из таких оказался Сергей Теплых, для которого рыбалка – страсть еще с детства. Просто день рыбака сказали, я пошел первый раз, пошел рыбачить и сразу поймал щуку здесь. И с тех пор я каждый год сюда прихожу и каждый год ловлю. В прошлом году только не поймал. В этом году что поймали? Небольшого окуня и небольшую щучку. Валерия Артюшкина можно назвать ветераном любительской рыбалки, а еще ярым активистом, выступающим за внесение поправок в федеральный закон о любительском рыболовстве. В частности, Валерия Ивановича не устраивает запрет на лов рыбы сетными орудиями на территории его родного района. Также он предлагает передать полномочия по утверждению правил любительского рыболовства регионам. Нам надо якутский принять закон о рыбе. Мы в центральном районе живем и не едим мычира от озерного, Чукурдаха, Жиганска. Хорошей рыбы вообще мы не видим. 450, 600, 800. Копченый осетр стоит 1500, 1800. Ну как? За такие деньги кто будет брать? Мы не едим вообще рыбы, здесь не пробуем. И у нас взяли еще и последние запретили сорную рыбу. Ильца вот этого, сорогу, щуку мы не можем сейчас выехать поймать. Мы вообще живем без рыбы, вот считается. Как раз накануне Дня рыболовства Хангаласский улус посетил председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и встретился с местными рыбаками и охотниками. На этой встрече простыми якутскими рыбаками были заданы все наболевшие вопросы и озвучены предложения по разрешению ситуации с сетными орудиями лова, рыбно-промысловыми участками и нормами вылова рыбы для любителей и так далее. Говорю, Николай Петрович, как мы можем надеяться? Мы-то вообще, говорю, вот в вакууме оказались. Мы вообще оказались на подвешенном состоянии. Он говорит, да, можете рассчитывать, сказал. Да, сказал, будем рассматривать, будем решать.
На сегодняшний день ловля рыбы, одно из самых распространенных увлечений в мире, приобрело гораздо больший масштаб, нежели просто хобби. Участниками сегодняшних торжеств являются все лица, имеющие отношение к данному направлению деятельности. Речь идет не только о рыболовах-любителях, но и профессионалах, экипажах суден, ведущих промысловую добычу. Всемирный день рыболовства считают своим сотрудники рыбной инспекции, студенты и преподаватели учебных заведений, специализирующихся на водном хозяйстве. Виолетта Застимова, Алексей Дьяконов, Хангаласский улус. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе. До встречи.